В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Субсидированные билеты на авиаперелеты по Якутии поступили в продажу. Выпускники кадетской школы-интерната Мирнинского района поступили в высшее военное заведение. Новогодний спектакль «Щелкунчик» представят на сцене театра, оперы и балета. Авиакомпания «Якутия» и полярные авиалинии сегодня открыли продажу билетов по субсидированным тарифам на внутрирегиональных направлениях. Программа стала адресной, и такие билеты доступны для жителей с пропиской в определенном арктическом районе. По новому механизму снимаются ограничения не только по возрасту пассажиров, но и по сезонности авиаперелетов. Теперь авиабилеты для жителей арктических районов будут доступны круглый год. Также увеличивается квота на борт с 2 мест до 10 и выше. Полеты будут выполняться с 1 января по 26 марта следующего года. Билеты на рейсы с апреля по октябрь 2022 года планируется открыть в феврале. Дополнительный объем продуктов доставили в поселок Черский Нижнеколымского района в преддверии новогодних праздников. Якутоптторг доставил 2 тонны фруктов, 1,5 тонны молочной продукции и яйца. Товар уже реализуется населению. Внеплановый дополнительный рейс по маршруту Якутск-аэропорт Кепервеем с дальнейшей доставкой наземным транспортом до поселка Черский был осуществлен из-за закрытия на реконструкцию местного аэропорта. Ранее компания Якутоптторг осуществила доставку авиарейсами в поселок весь плановый объем на 2021 год в количестве 22,5 тонн. Перейдем к эпидобстановке в Якутии. За сутки выявлено 105 новых случаев коронавирусной инфекции. Так, в столице региона зафиксировано 29 случаев. По 12 заболевших в Сунтарском и Нерюнгринском районах, 8 в Верхоянском. Еще в 15 районах республики выявлено от 1 до 7 случаев заражения COVID-19. Российская вакцина «Спутник Ви» способна нейтрализовать новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом заявил президент России Владимир Путин. По словам лидера страны, к такому заключению пришли специалисты Центра имени Гамалеи. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, заявила, что коронавирус будет мутировать, при этом проявляясь сезонно. При этом Попова сообщила, что в России на сегодняшний день коллективный иммунитет составляет почти 56%. То, что он гораздо более заразен, больше людей сразу заражается, это тоже очень важно, потому что когда такая активность вируса, в поле его действия с большой вероятностью попадают люди, для которых заболеть любым вариантом этого вируса – это высокий риск. Это люди большого возраста, это люди с тяжелым течением заболеваний онкологических и с тяжелым течением эндокринных и диабета. Вот когда много в популяции такого вируса, то тогда встреча с ним более реальна. И вот это страшно, вот в случае с омикроном. Правительство продлило на следующий год доплаты медикам за борьбу с ковидом. За работу во время новогодних праздников по решению президента медицинские и социальные работники получат такие выплаты в двойном размере. Средства получат врачи, средний и младший медперсонал, водители машин скорой помощи, а также сотрудники стационарных социальных организаций. Отметим, что Кабинет министров выделит на эти цели 128,5 миллиардов рублей. В этом году 3 выпускника кадетской школы-интерната поступили в высшее военное заведение. Это первый случай, когда кадеты Мирнинского района решили связать судьбу с военным делом. С 2021-го в кадетской школе имени Геннадия Трошева ученики сдают экзамены по военной подготовке. Прежде парни проходили аттестацию только по традиционным школьным предметам. Сегодня комиссия проверяет и историю российской армии, и военные знания. На практике кадеты за минуту собирают автомат Калашникова, на макете выстраивают военную тактику. Руководство учреждения надеется, в следующем году количество поступающих в высшие учебные заведения вырастет. Экзамен показал, первое, что ребята с большим интересом изучают военное дело. Они учатся владению оружием. Они изучают
предметы, связанные с военным делом. И в целом нынешний экзамен показал, что результаты у кадет очень хорошие. Многие из них уже думают о будущей карьере военного. И в целом мы полагаем, что эта практика военных экзаменов себя оправдала. Согревают в холода натуральные меха. Село Енгра Нерюнгринского района славится не только оленеводством, но и рукодельницами, изготавливающими унты, шапки, национальные костюмы, а также сувенирную продукцию. В гостях у одной такой мастерицы побывал Сергей Козюра. Так, вот сперва кабли. Вот это все вездру убираем. Это как лишнее, да? Да, вот это все сверху убираем. Вот это вот все. Шить Альбина Николаевна начала в раннем детстве, продолжив хобби своей мамы. Еще в молодости была приобретена эта швейная машинка, которая исправно служит по сей день. Но прежде чем приступить к выкройкам и пошиву, нужно хорошо обработать шкуру. И тут у мастерицы есть свои секреты. Когда мы выделаем, мы это лекарство делаем оленьи мозги. Оленьи мозга. Ну, с головы. Ее кипятим и на воде, и вот этим мы мажем шкурой. Чтобы она... Да, да. Жирный мозг, получается, мозг, да? Нет, она не жирная, она ну, такая. И она мягче выделывается. И прочность хорошая. А вот этими всякими химикатами мы не делаем, короче. Мы все свое у нас. Может, печень оленей тоже вот так кипятим. Если мозг нету, то печень кипятим и мажем вот это все. Все натуральные продукты, Да, причем да, все да. в одном олене. Да. Все от оленя, ага. Шкуры для изделий Альбине Николаевне приносят местные оленеводы и охотники-промысловики, так как все в селе знают ее профессиональное увлечение. А инструменты для выделки изготовил своими руками, еще будучи жив ее супруг. Вот это вот кадыря называется. Кадыря. Да. Она делается на палке. И мы вот, когда мокрую шкуру начинаем выделывать, ну, готовим к выделке, мы ее мочим, и вот этой кадыря мы эту мокроту убираем. А воду выгоняем? Да, воду, вот эту вот так убираем все. Вот это чучун называется. Чучун? Да, чучун. 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 Да. Когда вот это выделываем, лапы, мы вот так делаем, вот, чтобы она прямо шла вот так вот. И сушила вот так вот. Во время праздников в Иенгре регулярно проходят фестивали народного творчества, на которых местные мастерицы, такие как Альбина Николаевна, выставляют на показ свои изделия, которые могут быть достойным подарком к Новому году. Сергей Козюра, Нерюнгри. Россия нацелена провести летнюю Олимпиаду в 2036 году. Министерству спорта и Олимпийскому комитету России дано поручение начать кампанию по выбору города, который будет претендовать на проведение летних спортивных соревнований. Так, вице-премьер Дмитрий Чернышенко высказал мнение, что условия есть на Дальнем Востоке, а также в Сочи, который в 2014 году принимал зимние спортивные игры. Ранее сообщалось, что летнюю Олимпиаду 2036 хотят провести Казань и Владивосток. Напомним, Россия становилась хозяйкой Олимпийских игр дважды. Летние игры в 1980 году в Москве и зимние в 2014 году в Сочи. В Ленске открылся каток для массового катания на коньках. В выходные желающих провести время с пользой было хоть отбавляй. Чтобы получить инвентарь, нужно было выстоять большую очередь. Наши коллеги с подробностями. Екатерина Тарасевич сегодня впервые встала на коньки. Женщина пришла на каток с дочерью, которая терпеливо обучала маму азам фигурного катания. Девушки улыбались и шутили по этому поводу. Потом, взявшись за руки, вместе проехали первые круги. Ну вот, девочку, да, обучаем. И сама первый раз стала на катки прям вообще. Да? Получается? Не очень. У Екатерины, как у новичка, отлично все получалось. Она уверенно стояла на коньках, и ей удалось за 2 часа ни разу не упасть. Женщина осталась довольна и добавила, что теперь каждые выходные будет находить время выбраться на каток. А вот Ярослав Шафранский на коньках стоит уверенно. Может и показать несколько трюков. Он постоянный посетитель катка. Каждые выходные это интересно. Учусь кататься.
познаю катание, так сказать. Я прихожу с друзьями, ну, кататься, так сказать, я не умею особо, просто чисто прихожу для кайфа кататься. Ярослав с друзьями пробыл на катке более 4 часов. Периодически греясь в теплой раздевалке, снова выходил на лед. Так здесь делают многие. Как и прежде, прокат бесплатный. Коньки в наличии любого размера, от малышей до великанов. И хватает инвентаря для всех желающих. Да, инвентаря хватает. Практически получается то, что одни сдают, другие берут. И как бы у нас особо нет, что кто-то ожидал. Здесь все. А у нас прокат бесплатный. Наталья добавила, что посетителей очень много. Идут они с утра до самого закрытия. Работаем мы вторую неделю, посещаемость хорошая. Ребятишки ходят с большим удовольствием практически. И все довольны, рады, веселые выходят. И туда заходят, там у нас музыка хорошая. Вот, так что мы очень рады, и они рады нам. Ждали, кстати, очень долго, когда откроется. Каток будет работать все новогодние выходные с 12 дня до 8 часов вечера. С 3 января откроется лыжная база. Для нее закуплены новые тюбинги и лыжи, которыми могут также бесплатно пользоваться все посетители. Для отдыхающих откроется и буфет, где можно будет приобрести свежую выпечку и горячий чай. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Государственном театре оперы и балета сегодня состоится показ самого главного новогоднего представления – балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик», поставленного по мотивам сказки Эрнеста Теодора Гофмана. Волшебную новогоднюю сказку на сцене театра оперы и балета играют ежегодно, начиная с 1997 года. Весь спектакль сопровождается потрясающей игрой симфонического оркестра. 3-й и 4-й показ спектакля также состоится 8 января. Зрителей ждет блестящая игра актеров, 4 смены картины-постановки и завораживающие наряды. А сюжет таков: злой мышиный король превратил прекрасного принца в уродливую куклу. Но добрая и смелая девочка Маша помогает Щелкунчику побороть мышиное войско. Щелкунчик, он идет как кукла, а потом он превращается в принца. И главную героиню отводит в сказочную страну. Вот опять вот мир мечты и самых заветных желаний. Вообще спектакль, конечно, он вызывает очень светлые, очень такие эмоции детские. Перевоплощаясь в Машеньку, ну как бы вот даже сколько лет я уже танцую ее, очень много. Вот. И это всегда как-то по-новому, по-детски, всегда очень сказочно, очень как-то вот вызывает такие ощущения позитива, как-то вот дает силы жить дальше. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.